К другим темам власти Ленска продолжают обследование недавно сгоревшего жилого дома. Напомним, в результате крупного пожара несколько квартир полностью выгорели. В огне погибла пожилая женщина. По итогам проверки станет известна дальнейшая судьба дома и его жильцов. Все подробности далее. На сегодняшний день по проведенному обследованию дома можно сказать следующее. 8 квартир при пожаре не пострадало, не считая запаха гари. 2 квартиры требуют минимального косметического ремонта. 6 из 16, которые выгорели практически полностью, требуют большого капитального ремонта. Что касается жильцов 8 непострадавших квартир, в 4 из них практически сразу было подведено отопление. Силами управляющей компании ведутся работы по запитке электросетей. Жильцы еще 4 непострадавших квартир на днях также получат тепло и свет. Тут уже совместно, наверное, управляющая компания совместно будет отрабатывать вопрос. Это по подаче водоснабжения в квартиры второго подъезда, то есть отдельным вводом. Потому что на сегодняшний день середина дома, она без отопления, без тепла. Это квартиры сильно пострадали. То есть там на сегодняшний день восстановить пока не представляется возможным, а для холодной воды необходим спутник, чтобы она не перемерзала. Поэтому отдельным вводом будет во второй подъезд подана холодная вода. По мере возможности глава города старается оказать всевозможную помощь тем, чьи квартиры выгорели полностью. Так, погорельцам было предложено на время проведения работ переселиться в предоставленное городской администрации жилье. Также сегодня решается вопрос выплаты материальной помощи. Нельзя не сказать и о том, что из всего 16-квартирного дома 2 квартиры муниципальные, 14 находятся в собственности граждан. И по закону жильцы и собственники обязаны проводить ремонт жилья собственными силами и средствами. Ситуацию частично помогло бы спасти наличие страхового полиса. Но у погорельцев, естественно, ни того, ни другого нет. Поэтому решить проблему возможность есть только у глав района и города, которые уже начали изыскание средств из бюджетов на проведение всех необходимых ремонтных работ. Мы все прекрасно понимаем, что квартиры приватизированы, что это собственность граждан, но при этом при всем мы не снимаем с себя ответственности за то, чтобы, скажем так, провести там ремонт и создать людям комфортные условия для проживания. Эти работы мы будем проводить в любом случае. После того, как будет проведен ремонт, будут выясняться и обстоятельства возникновения пожара, его причины, вследствие чего виновные лица будут привлечены к ответственности в судебном порядке. Надо добавить, что именно благодаря пожарным подразделениям и службе 01, которые прибыли в течение 6 минут, их быстрой и слаженной работе часть квартир осталась цела. Также управляющая компания, которая вовремя провела превентивные мероприятия, и не пострадавшие квартиры сегодня имеют возможность быть подключенными к теплу. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.